Доброе утро, наши дорогие телезрители. Это «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Сегодня в студии Руслан Ачиров. И я постараюсь сделать это утро традиционно бодрым. И, конечно, мы все вместе подготовимся к новому рабочему дню и началу новой рабочей недели. Ну, конечно, сегодня у нас по традиции очень интересные гости, замечательные, информативные, поучительные сюжеты. Поэтому просыпайтесь, готовьте завтрак и встречайте это утро вместе с нами. Ну, а чтобы быть с нами в течение всего дня, то я предлагаю подписаться на наш телеграм-канал «Утро Якутии», также телеграм-канал в мессенджере Max, используя QR-коды, которые вы сейчас видите на экране. Там мы публикуем самые интересные новости, вырезки из наших программ и общаемся с нашими зрителями и подписчиками. Ну, а давайте перейдем к новостям. Достаточно интересная и милая новость пришла из московского зоопарка. Там Манул Тимофей начал разжировку к лету. Процесс постепенного сброса веса, накопленного за зиму. Набирать вес Манул начал с приходом осени. Еще до наступления холодов зоологи постепенно увеличивали количество его корма. И к середине зимы вес Тимофея достиг 6,5 килограмм. Сейчас он весит 5,6 килограмма. Сотрудники зоопарка уточняют, что процесс разжировки постепенно скорректирует. Уже в мае количество разгрузочных дней увеличится до 2 в неделю. Сейчас Манул не ест только по воскресеньям. Ориентировочно процесс разжировки завершится к началу лета. Ну, с наступлением солнечной погоды изменилось и социальное поведение Тимофея. Он стал чаще выходить из своего домика на свежий воздух. Горожане могут увидеть его на прогулке в уличном вольере около 9 утра, а также в дневные часы. Но все мы немножко Манул Тимофей в эти весенние дни. Если вы тоже готовитесь к лету, то можно взять с него пример. И тоже, пользуясь хорошей солнечной погодой, немножко прогуляться. Дополнительные 2-3 километра, я думаю, будут очень даже полезны. Ну, а хорошая погода за окном или не совсем, мы давайте узнаем прямо сейчас и расскажем про прогноз погоды. По состоянию на 6 часов утра температура воздуха в центральных районах республики была -4, -1 градус. В заречной группе Улусов от -10 до -3. В южных от 11 до 3 градусов ниже нуля. В Вилюйской группе Улусов +2, +3 градуса. В Нижнеленских -3, -1. В западных от 1 до 3 градусов со знаком плюс. В Колымо-Индигирской группе Улусов от -11 до -4, в Янских -13, -1, на северо-западе республики от 14 до 6 градусов ниже нуля. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составляла -5 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер 2 метра в секунду, юго-восточный. Сегодня днем температура +4, +8 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 2,8 метра в секунду. Порывы от 7 до 12 метров в секунду. Ну, надо, конечно, отметить, что территория нашей республики достаточно большая, поэтому если где-то хорошая погода, то, по-моему, на западе республики сегодня прогнозировали достаточно сильные порывы ветра, поэтому следите за погодой и одевайтесь потеплее. Ну, а сейчас хотелось бы передать слово нашим коллегам из блока новостей. Доброе утро, коллеги! Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. Гражданская авиация в ночь на 29 марта перейдет на весенне-летнее расписание. Внутри страны появятся дополнительные рейсы по популярным направлениям. Количество маршрутов авиакомпании «Аэрофлот» в летнем графике превысит 160. Также будет увеличена частота рейсов между Москвой и городами Дальнего Востока в пик отпусков и школьных каникул. Перевозчик S7 увеличит частоту выполнения рейсов из столицы в регионы, в том числе в Якутск. Весенне-летнее расписание будет действовать до последней субботы октября.
Арктическая торговая логистическая компания успешно справляется с одним из самых сложных вызовов – северным завозом. Жизненно важные товары первой необходимости бесперебойно доставляются в труднодоступные районы Якутии по зимникам. Сейчас объем отгруженных продуктов достиг 1977 тонн. Параллельно по подписанным контрактам идет поступление еще около 4500 тонн социально значимых продуктов по железной дороге. Эти партии также направят в северные районы республики. До закрытия автозимников компания активно перевозит новые партии продовольствия от производителей из других регионов, а внутренние межрайонные перевозки продлятся вплоть до конца марта-апреля, гарантируя жителям северной и арктической частей Якутии стабильный доступ к необходимым продуктам питания. Мы находимся на нашей базе в поселке Нижний Бестях. Сейчас идут разгрузочные работы по приемке муки с вагонов, ЖД-вагонов. А на сегодняшний день плановые объемы на зимник 25-26 составляют 3671 тонна. Из них в том числе расширенный ассортимент 303 тонны. В этом году прогнозируется раннее закрытие автозимников, поэтому мы пытаемся все успеть. Сейчас наиболее большие объемы у нас будут направляться в Янскую группу полусов. Запланированы также выезды автомашин с расширенным ассортиментов в поселок Зырянка, Черский, завтра в Тексе и на следующей неделе в Среднеколымский, Анабарский район. Отопительный сезон в Среднеколымском районе проходит в штатном режиме. Общий объем планируемых к завозу на слега топливных ресурсов составляет 22 тысячи тонн угля. На сегодняшний день завезено 13 тонн. Напомню, отопительный сезон в Среднеколымском Улусе начался 25 августа 2025 года. В этот день были запущены все 13 котельных поселений, и тепло поступило во все жилые дома и социальные объекты. В рамках ремонтной программы производственный филиал провел замену тягодутьевого оборудования и отремонтировал инженерные сети общей протяженностью 1,5 километра. Завершение отопительного сезона в Среднеколымском районе в этом году было запланировано на 3 июня. Декабрь и январь были теплые аномально, поэтому тоннаж дали позже. И вот сейчас у нас тоже ранняя весна начинается. Из-за этого есть обеспокоенность. Но пока темпы нормальные перевозок, я думаю, должны успеть завести в полном объеме топлива. Ну и также в начале отопительного сезона были проблемы вот по котельной южной механизированной. Из-за того, что уголь пришел такого качества ненадлежащего, влажность была слишком высокая, и это растаивает все в механизмах и застревает. Вот помучились в начале отопительного сезона, а так в целом все остальное нормально. 100 лет скорости и снега. В столице республики прошел массовый лыжный марафон. Старты на 50, 25, 15, 10 и 5 километров объединили почти 500 человек, среди которых как профессионалы, так и любители. Помимо основных забегов, программа включила детские старты для самых юных спортсменов и символический ретро-забег на 1 километр. Итоги соревнований подведут в нескольких возрастных категориях, отметив лучших участников специальными призами. В числе лыжников и олимпийские чемпионы Никита Крюков и Александр Бессмертных. Именитые атлеты не только вышли на дистанции, но и провели мастер-классы для тренеров и воспитанников спортивных школ. Шикарное впечатление. Дети прям с горящими глазами, даже не только дети, но и взрослые, пришли, покатались, научились чему-то, я уверен. И, как я им сказал на мастер-классе, теперь, даже если тренер вам не скажет делать это задание, обязательно выполняйте, и вы станете сильнее. Сегодня мы уже вот по-спортивному одеты, и, возможно, с Александром сегодня вместе поедем. Будем радовать болельщиков, ну а в конце, дай бог, удастся сделать фотофиниш. Но мы продолжаем наш эфир. Напоминаем, это «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Ну и часто мы не замечаем мелочей, которые серьезно влияют на наше здоровье. Вот вам, казалось бы, привычное дело – сон при включенном ночнике или мерцающем экране телефона. Китайские врачи привели шокирующий пример. 20-летняя девушка набрала вес до 100 килограммов. И причина не только в питании, а в привычке спать при свете. Медики объяснили, даже тусклый свет, проникающий сквозь веки, подавляет выработку мелатонина. Мозг не понимает, ночь сейчас или день, сбиваются биоритмы. Но самое интересное, из-за этого страдает обмен веществ. Постоянное освещение ночью приводит к тому, что наш организм хуже усваивает сахар. Поджелудочная железа работает на износ, вырабатывая инсулин, а высокий его уровень ведет к накоплению жира. Нарушается и баланс гормонов, голода и насыщения.
Поэтому простой совет. Чтобы не бороться с последствиями, уберите все источники света во время сна. Ну, я думаю, что у нас сейчас в Якутии наступает такой момент, когда приходят уже белые ночи, и бороться вообще со светом становится все сложнее и сложнее, особенно ночью. Но помогают, я думаю, блэкаут-шторы, да, которые полностью блокируют весь лишний свет. Но, конечно, вот этот переходный период к белым ночам, он достаточно интересный. То есть просыпаешься, и уже светло. Немного непривычно. Но зато солнце больше радует нас в эти дни. Ну, а мы продолжаем, и хотелось бы сейчас отметить, что бороться с лишним весом помогают и полезные привычки. Одна из них – это утренняя разминка. Предлагаем ее сделать вместе с нами. Всем доброе утро, и наше прекрасное утро мы начинаем с зарядки. Итак, сегодня мы опять же сделаем упражнения на все группы мышц. Итак, повторяем вместе со мной. Поехали! Обязательно дышим, делаем вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Немножечко наклоняемся и тянемся в бок. Ножку мы ставим назад, а ручки тянутся в бок. Это упражнение мы также выполняем по 1 минуте. Следующее упражнение у нас также разогревает наши плечи, разогревает наши мышцы, разгоняет нашу кровь. Выполняем это упражнение также по 1 минуте. Не забываем обязательно дышать. Вдох, выдох, вдох, выдох. Ручки сзади мы соединяем. Следующее упражнение. Мы встаем на носочки и поднимаем ручки поочередно. Делаем вдох, выдох, вдох, выдох. Ножки встряхнули, ручки встряхнули. Следующее упражнение у нас круговые движения руками перед собой. Немножечко включаем свои бедра. Это упражнение тоже также выполняем 1 минуту. Можно немножечко наклониться в сторону и согнуть коленку. Так, следующее упражнение у нас разводим ручки в сторону. Лопатки сводим и продолжаем дышать. Этот комплекс мы выполняем друг за другом без остановки. Каждое упражнение выполняется по 1 минуте. Если вы будете делать эту зарядку каждый день, то ваше тело точно проснется. Всем пока-пока. Ну а сегодня на календаре 30 марта, и этот день отмечен как день прогулки по парку. Можно выделить сегодня время и прогуляться, тем более, что весенняя погода этому способствует как никогда. Но какие еще события связаны с сегодняшним днем, нам расскажет рубрика «Даты и события». На календаре 30 марта. Сегодня день прогулки по парку. По народному календарю Алексей Теплый. Считалось, что на Руси в этот день шло бурное снеготаяние. В народе говорили, каковы на Алексея ручьи, таков и разлив. Если в этот день появлялись большие ручьи, то следовало ждать, что полая вода тоже будет большой и широко разольется по лугам. Этот день в истории. 1613. День подвига Ивана Сусанина.
1840 – открыта земля Уилкса. 1867 – подписан договор между Россией и США о продаже Аляски. 1896 – мир впервые услышал о психоанализе. А в 1970 в этот день на советские экраны вышел фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». В этот день родились Иван II Красный, великий князь Московский и Владимирский, отец Дмитрия Донского; Винсент ван Гог, голландский художник, постимпрессионист; Алексей Федоров, советский государственный военный деятель, дважды Герой Советского Союза; Андрей Толубеев, советский российский актер театра и кино, народный артист РСФСР; Эрик Клэптон, британский рок-музыкант, композитор, гитарист и вокалист. Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Виктор, Макар и Павел. В наше время, когда вокруг так много сложных финансовых продуктов, а мошенники становятся все изощреннее, умение грамотно распоряжаться деньгами – это не просто полезный навык, а необходимость для каждой семьи. Именно поэтому в республике уделяют большое внимание просвещению, и яркий тому пример – семейный фестиваль по финансовой грамотности, который стартует в городе Якутске. И сегодня у нас в гостях заместитель министра финансов Якутии Лариса Павлова. Мы поговорим о том, что ждет якутян в программе фестиваля и почему важно говорить о финансовой грамотности. Лариса Афанасьевна, доброе утро. Доброе утро. Скажите, что в программе в этом году, какие активности и для каких населенных пунктов планируется? Наш семейный фестиваль в преддверии весны стартует с сегодняшнего дня, с нашей передачи «Доброго утра», буквально сегодня с 9 утра. Раньше у нас был только очный формат, начиная с 2012 года, если кто-то знает из жителей республики, проходила такая ярмарка финансовых социальных услуг. Но уже начиная с 2019 года мы формат расширили и трансформировали нашу ярмарку в семейный фестиваль, который охватывает всю республику. Мы немножко поменяли формат, так как мы понимаем, что не все население республики может участвовать в семейном фестивале, поэтому мы ввели трехдневный интерактивный формат. И с сегодняшнего дня на нашей интерактивной площадке, которую каждый житель нашей республики может найти на сайте, который называется fingram-yakutia.ru, программу семейного фестиваля с 30 марта до 3 апреля. А очный формат мы тоже оставили. И очный формат у нас будет проходить на базе Якутского финансового колледжа по адресу Аюнского, 24. И 3 апреля он будет стартовать в 14 часов, где жители города Якутска и гостей столицы ждут большие тематические мероприятия, которые охватывают все группы нашего населения, начиная от детей, заканчивая и старшим поколением. Немного мне бы хотелось остановиться на интерактивном формате. Там будет очень большая рубрика, которая посвящена акции «Стоп мошенники». Вы сами понимаете, что проблема мошенничества, она сейчас не только в Якутии актуальна, она еще распространена вообще в целом по Российской Федерации. Поэтому мы, естественно, на нашем фестивале уделяем этой теме большое значение. Также у нас будет работать финансовый лекторий для всех групп населения. В том числе будет финансовый практикум для предпринимательского сообщества. Вы знаете, что в настоящее время сейчас предпринимателей очень волнуют вопросы налогообложения. И также большие интересные лекции для вообще всей семьи, которые будут рассказывать вообще о ценностях, о семейных ценностях и финансовой грамотности в целом. А на очной площадке также приходите, мы всех приглашаем, как я уже сказала, 3 апреля на очную площадку в колледж финансовый имени Фадеева по адресу Аюнского, 24. И с 14 часов для всех групп населения нашего города и гостей столицы будут проводиться мероприятия и для детей, и для молодежи, и для жителей серебряного возраста. Будет очень интересно, будет большая торговая ярмарка. Приходите, приглашаем всех.
Замечательно. Но надо отметить, что фестиваль уже проходит не в первый год. Вот какие бы, допустим, главные итоги прошлогоднего фестиваля вы бы могли выделить? Прошлогодний фестиваль у нас прошел тоже очень успешно, точно так же в таком же формате, и в цифровом, и в очном формате. Он проходил у нас на площадке исторический парк. И порядка 1500 посетили тогда наш тематический наш парк, семейный фестиваль. И хочу отметить, что в прошлом году к нам присоединилось более 4 субъектов к интерактивным площадкам. А наши очные площадки, которые проходили в парке, посетили очень высокие федеральные гости, что тоже отрадно, что они уделяют внимание нашим республиканским мероприятиям по финансовой грамотности. И я думаю, что тот отклик, который был у населения, и то, что мы транслируем ценности финансовой грамотности, повышаем актуальность этой тематики среди населения, они дают свои результаты, в том числе и в части снижения, значит, тех сумм, которые уводят у нашего населения финансовые мошенники. Ну, надо отметить, что фестиваль, он начинается, завершается, но работа не останавливается. И вот хотелось бы поговорить о той работе, которая проводится в республике для повышения финансовой грамотности населения, вот, помимо фестиваля. Ну, по финансовой грамотности и вообще в целом финансовым просвещением Министерство финансов занимается уже очень давно, начиная уже с 2012 года. Но такая системная работа у нас началась в республике с открытием регионального центра компетенций по финансовой грамотности. Вы знаете, что вообще в целом инструментами финансовой грамотности, распространением этих знаний занимаются очень много различных госорганов, в том числе и налоговое, и Министерство труда, вот, к примеру, банковское сообщество очень много работает в сфере финансового просвещения. Но системная работа, именно она заключается в том, во-первых, чтобы объединить все площадки в целом, транслировать общую методологию, а также, кроме того, на площадке регионального центра у нас работает волонтерский центр, и у нас, значит, пополняются ряды волонтеров финансового просвещения. И в то же время мы уделяем очень большое внимание подготовке педагогов, которые занимаются финансовым просвещением, прямо вот начиная уже с начальной школы. Начиная с 2020 года финансовое просвещение, оно введено уже в обязательный федеральный образовательный стандарт. И у нас создан на базе регионального центра компетенций учебный центр, который готовит педагогов финансового просвещения. Вот для примера могу сказать, что в прошлом году наш региональный центр подготовил 459 педагогов, обучил. Ну, наверное, самая главная тема вот, в финансовой грамотности – это как избежать уловок мошенников. Какая работа ведется в республике вот по этой тематике, да? Есть ли уже какие-то результаты? Вот вкратце можно. На самом деле вот эта тема, она очень глобальная, и действительно и Якутия, в том числе и вся Российская Федерация, вот, и каждый человек, наверное, в республике, ну, наверное, нет такого жителя, который бы не получал, наверное, звонка от финансовых мошенников. И начиная вот с 2019 года эта проблема стала очень острой. И если брать статистику МВД, то в период с 22 на 23 год у нас удвоилось количество похищенных средств у нашего населения. И мне вот сейчас отрадно сказать, что в период с 24 по 25 год снижение этой суммы у нас буквально на 27%. Это очень хорошие итоги комплексной работы, которую ведет и Центр компетенций, и наши органы, и правительство Республики Саха-Якутия вместе с МВД. Пожелаем, чтобы прогресс был далее, также положительный. И спасибо вам большое, что сегодня посетили наш эфир. Спасибо. Ну, а тема финансовой грамотности актуальна как никогда. Чем больше людей получает информацию, тем меньше шанс, что они станут когда-либо жертвами мошенников. Об одном из изощренных способов обмана смотрите в следующем нашем сюжете. Стоять!
7 миллионов рублей, едва не ставшие очередным уловом дистанционных аферистов, спасены. Пожилую женщину обманули, представившись сотрудниками военкомата. Сказали, что выданную ей выплату за гибель сына на СВО необходимо передать государству для проверки. Зачем вы передали деньги? Нам сказали, что там на них написано «Слава Украине» и передать девушке, что завтра я получу уже без надписи этих деньги. Все, понял, хорошо. Ситуация завершилась благополучно благодаря своевременным действиям сотрудников УБК. Мошеннические действия пресечены, а в отношении девушки, исполнявшей роль курьера, проводится проверка. Когда деньги я отдавала, у меня были сомнения, потому что перед тем, как отдать деньги, вот этот Алексей, да, он сказал: девушка подойдет, скажете, дадите пакет, скажете от Алексея, там, как его, Владимирович или как. Я еще у него переспросила: она должна это сказать или это я должна сказать? Он говорит: нет, это вы скажете, отдадите ей пакет. Вы, говорит, не отключайтесь, просто громкую связь уберите с телефона. Ну и все, вот мы вышли, потом смотрим, она издалека идет к нам навстречу. Идет, улыбается. Вот она подошла, я ей протягиваю пакет, говорю, от Алексея. Да, она головой так кивнула, улыбнулась, пакет взяла и собралась уходить. Ну и тут сотрудники полиции. Ну, конечно, это я была в шоковом состоянии, потому что сначала один сотрудник корочку, второй задерживает эту девушку, значит, с пакетом. И у меня вообще шок. И я чуть не потеряла 7 миллионов. Это для меня вообще большая, очень большая сумма, за которую сын мой отдал жизнь. И спасибо сотрудникам полиции, которые спасли меня и мои финансы. Мошенники могут вступать друг с другом в конфликт на глазах у жертвы. Это делается для еще большего убеждения ее в реальности происходящего. Могут оплачивать такси, бронировать билеты или даже звонить знакомым и просить что-то передать. Для того, чтобы не попасться на подобную уловку, необходимо пресекать любые требования совершить какие-то действия с вашим имуществом, когда они озвучиваются вам по телефону. Ну а мы продолжаем. Также хотелось бы напомнить, что у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии», а также канал в мессенджере Макс, на который вы можете подписаться и следить за нашими самыми интересными новостями и сюжетами. Ну а следующий известный факт, информация, которую человек воспринимает с утра, лучше всего запоминается. И думаю, что следующий сюжет будет полезен многим нашим телезрителям. К нам часто обращаются с такими вопросами: возможно ли заключать договоры гражданско-правового характера как физлицо, если данное физлицо имеет статус индивидуального предпринимателя по одному и тому же виду деятельности. На этот вопрос есть ответ. Согласно статье 23 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Таким образом, индивидуальный предприниматель – это лишь статус физического лица гражданина, который не влечет образование нового лица, физического или юридического. В силу положений статьи 24 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество гражданина физического лица не отделяется от имущества данного физического лица, действующего в качестве индивидуального предпринимателя. При этом гражданин вправе использовать принадлежащее ему имущество по своему усмотрению, как для ведения предпринимательской деятельности, так и для личных нужд. В этой связи такое физическое лицо, вступая в договорные и внедоговорные отношения, вправе самостоятельно определять, в каком статусе оно будет участвовать в данных отношениях, либо как физическое лицо гражданин или как индивидуальный предприниматель. Так что да, физическое лицо может в каждом конкретном случае решать, в каком статусе оно будет заключать договор, как индивидуальный предприниматель или как гражданин без такого статуса. Но при этом надо помнить о двух вещах.
Первая вещь – это гражданско-правовая. Если в рамках договора, заключенного вне статуса индивидуального предпринимателя, физическое лицо фактически осуществляет предпринимательскую деятельность, то к нему будут применяться правила Гражданского кодекса Российской Федерации об индивидуальном предпринимателе. Вторая – налоговая. Положение статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации запрещают подобное манипулирование статусом, если целью этого является уменьшение налогового обязательства. К примеру, сохранение права на упрощенную систему налогообложения. Что касается работы в одной организации, то надо иметь в виду, что виды работ либо услуг по трудовому и гражданско-правовому договору должны отличаться. В противном случае налоговые органы могут заподозрить стороны договора гражданско-правового характера в подмене трудовых отношений гражданско-правовыми и наложить на организацию штраф до 100 тысяч рублей. Знайте свои права. Раньше сюда приходили только за книгами, а теперь за новыми знаниями и общением. В селе Табага, благодаря программе поддержки местных инициатив, произошла настоящая перезагрузка библиотеки. Современная техника, удобная мебель и, главное, жители с удовольствием осваивают обновленное пространство. Как изменилась жизнь местного сообщества и что сегодня предлагает сельская библиотека, мы расскажем далее. Самый темный чаще леса жила семейство волков. Третьеклассница Малика, постоянная читательница сельской библиотеки, в последнее время приходит сюда с еще большим желанием. Ведь здесь стало намного уютнее и комфортнее, чем раньше. Здесь было раньше все по-другому, все старенькое было. Я сюда зашла и удивилась, что здесь стало очень сильно уютно. Инициатор всего этого преображения, заведующая библиотекой Елена Филиппова, с удовольствием показывает приобретение и новую обстановку. В этом помещении у нас раньше было абсолютно пустое помещение. Сюда мы закупили всю новую технику, новые компьютеры. Наши мальчики помогли нам электронике, да? А теперь у нас есть сектор электронных услуг, то есть он у нас открылся ранее, но техника была немножко устаревшая. Мы, конечно, обновили весь парк. Обновили не только технику, но и всю мебель. Новые стеллажи для книг, диваны и столы. А детям особенно нравятся кресла-груши, где они лежа могут читать любимые книги. Здесь очень красивая новая мебель, и дети очень с удовольствием ходят в нашу сельскую библиотеку. Все это удалось осуществить благодаря программе поддержки местных инициатив. Еще в прошлом году на свой страх и риск, особо не веря в успех, Елена отправила заявку с мечтой о создании пространства, куда будут приходить все, не только дети, но и взрослые. Местные жители помогли с финансированием, и проект «Библия продленка» получил путевку в жизнь. Но для полной его реализации все-таки понадобилось время. Вечером звонят, разница же по времени, да? Москва там или кто-нибудь, Киров звонит, и я там обсуждаю какие-то миллионы. Проект же на миллионы, мебель на миллионы. Он говорит: Алена, тебе там мошенники, наверное, звонят. Я говорю: нет, я там закупала мебель на миллионы, да, по ночам. Вот, поэтому... Деньги собрали, коммерческое предложение запросили, ну вот и в августе начались закупки. Август, сентябрь, но последние, вот нам доставляли технику уже 30 декабря 2025 года. В селе Табага это уже не первый проект, реализованный по программе поддержки местных инициатив. Во дворе соседнего детского сада построили автогородок, детский тренажер для обучения правилам дорожного движения. Так что жители воочию видят происходящие положительные в селе перемены. Библиотека очень у нас сейчас хорошая стала, уютная. Даже мой внук сейчас стал ходить в библиотеку, играть в компьютерном зале. Ну, в общем, очень хорошо, что такие проекты выходят и поддерживаются населением. Воодушевленная успехом, заведующая библиотекой задумала еще один проект. На этот раз для детей с особенностями развития. И очень надеется, что благодаря программам государственной поддержки в Табаге будет задерживаться молодежь, а сельская жизнь будет такой же современной и интересной, как и в городе. Туяра Филиппова, Аэлита Махно, село Табага. Наш эфир продолжит любимая многими рубрика «История в кадрах», где мы вспомним о людях, чей труд и стойкость стали примером для многих поколений. Петр Ионович Яковлев – герой труда, и сильная духом Христина Михайловна Антонова – это имена, которые навсегда останутся в памяти нашего народа. Их самоотверженная работа и преданность делу вдохновляют нас до сих пор, оставив яркий след в истории сельского хозяйства и в сердцах людей. Здравствуйте!
Испокон веков труд в Якутии являлся неотъемлемой частью жизни людей. И сегодня рубрика «История в кадрах» расскажет о тружениках, которыми гордится вся Якутия, чья деятельность даже сквозь года является ярким примером для всех нас. Именитый доер, участник Великой Отечественной войны Петр Ионович Яковлев родился в 1921 году в Амгино-Нахаринском наследии Амгинского улуса в семье крестьянина. В 1939 году окончил Амгино-Нахаринскую школу, а после поступил в Якутский педагогический техникум. С началом Великой Отечественной войны молодого и бойкого Петра распределили в 235-ю стрелковую дивизию, в 801-й стрелковый полк, снайпером-разведчиком. В 1944 году в боях за освобождение города Орла был ранен, а после лечения в госпитале демобилизован. Был награжден медалью за отвагу, а также нагрудным знаком «Отличный разведчик». С тех пор в течение 16 лет работал учителем и пионервожатым в Амгино-Нахаринской 8-летней школе. В 1960 году Петр Яковлев по всесоюзной инициативе Валентины Гагановой стал работать доером на комсомольско-молочной ферме. И по результатам 7-й и 8-й пятилетки за трудовую доблесть был награжден орденом «Знак почета» и орден Ленина. За выдающиеся успехи, достигнутые во всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную трудовую доблесть в 1976 году Петр Ионович был удостоен звания Героя социалистического труда указом Президиума Верховного Совета СССР с вручением золотой медали «Серп и молот». А здесь вы видите доярку Христину Михайловну Антонову. Детство Христины Антоновой прошло в селе Арасу Верхневилюйского улуса. Она окончила в 1939 году 7-классную школу, а после прошла 3-месячные курсы учителей начальных классов в Вилюйском педагогическом училище. С началом Великой Отечественной войны большинство трудоспособного населения были призваны на фронт, и все тяготы по заготовке сена и полевых работ легли на плечи женщин. Среди них была и Христина Михайловна. Помимо работы в школе и на полях, Христина Антонова работает секретарем колхоза «Санаолох». Во время работы проявляла активную жизненную позицию, работала с молодежью, привлекая их в общественную жизнь села. Заметив ее лидерские качества, администрация и руководство колхоза в 1943 году назначают совершенно молодую девушку председателем колхоза. Христина Михайловна Антонова в 1966 году была награждена орденом Ленина. Учитель, участник Великой Отечественной войны, герой труда Петр Ионович Яковлев и сильная духом женщина Христина Михайловна Антонова навсегда останутся в памяти народа. Это была рубрика «История в кадрах», история выдающихся личностей нашей республики. Если захотеть, можно и в космос полететь. Верится с трудом, но перед нами сегодня человек, который сделал это не раз. Летчик-космонавт, герой России Андрей Иванович Борисенко. А также сегодня у нас в студии Алексей Анатольевич Кучейко, доцент Московского авиационного института, который уже 5 лет помогает якутским школьникам дотянуться до звезд. Доброе утро. Доброе утро. Но давайте начнем сразу. Андрей Иванович, вопрос вам. Вот когда вы были маленьким, верили, что это вообще возможно, просто захотеть и полететь в космос. Как вы стали космонавтом? Ну, во-первых, я действительно верил в том, что у меня получится полететь в космос, что эта моя мечта реализуется. А вообще все началось с фильма. Фильм, который, наверное, многие слышали об этом фильме под названием «Укрощение огня». И вот на мою еще тогда не окрепшую эмоциональную душу детскую, мне было 9 лет, я ходил во 2 класс. Вот этот фильм лег таким образом, что мне очень захотелось, чтобы та профессия, которая была показана на экране, стала моей профессией тоже. Оглядываясь назад, я понимаю, что это была точка отсчета. Такая некая мотивация. Да. Но говорят, что космонавты после выхода в открытый космос чувствуют какой-то специфический запах. Это правда или небольшой, может быть, вымысел? Если правда, то чем же на самом деле пахнет космос? Ну, на самом деле космонавты чувствуют запах тогда, когда, прилетая к Международной космической станции на корабле «Союз» или на другом корабле,
открывает переходные люки, и вот тогда мы чувствуем вот этот запах. Конечно, это запах все-таки не космоса, а запах орбитальной станции, но запах очень такой интересный, специфический. Я его обычно сравниваю с запахом новой автомашины. Когда садишься в совершенно новое, только что изготовленное практически изделие, вот ты чувствуешь такой специфический запах, смесь там, масел, каких-то пластика, может быть, немножко бензина. Вот мне кажется, что вот этот запах очень близок к тому запаху, который мы чувствуем наверху, в герметичном объеме. А в открытом космосе, конечно, никакого запаха почувствовать невозможно, потому что работа идет в безвоздушной среде. Алексей Анатольевич, вы прилетели к нам не просто так. В Якутске как раз стартует юбилейное чтение имени Королева. Расскажите, что это за история и чего нам ждать в этом году? 5-й год уже проводятся эти чтения. Проводятся они на базе IT-куба в Якутске, замечательной командой преподавателей во главе с Светланой Никитичной Ивановой и при поддержке Управления образованием города Якутска. Вообще все начиналось сначала как городское мероприятие, сейчас это уже такое вот межрегиональное предприятие. Более 1000 заявок заочных было рассмотрено, проектов детей от начальных классов до 11 класса. Значит, 400 проектов заслушано экспертными комиссиями, 12 секций самых разных, самые разные интересы, от художественных до инженерных. Вот я руковожу секцией дистанционного зондирования Земли, съемка из космоса. Вот, и 300 лауреатов ребят у нас вот, получилось в этом году. А вообще вся эта история, она еще имеет 10-летнюю такую хронологию. И начиналось все как школа «Арктика и космос». Еще во главе сказать, стоял ныне депутат, директор школы номер 5 Якутска Семенов Алексей Климентьевич. Такая краткая история, но сказать, имеет все дальше тенденцию развития, охват увеличиваем, и проекты интереснее становятся. Вот первые призы ребята заняли, это значит, поиск нелегальных разработок золоторудных месторождений на реках Якутии по спутниковым снимкам. Это обнаружение последствий значит, нашествия сибирского шелкопряда, там работы, связанные с зарастанием выгоревших участков леса, контроля с космоса и ну, в сельском хозяйстве самые разные направления. В основном у нас вот основная идея, фишка наших работ — это практикоориентированность. То есть мы получаем задания от профильных служб Министерства Республики и стараемся эти задания выполнить так, чтобы получить какую-то реакцию. Значит, есть там положительные такие сервисы, которые введены уже дальше в регулярное использование. Ну, и есть где-то там новые технологические разработки. Вот нейросеть была представлена ребятами в этом году впервые. Ну, такие вот интересные события. Но вот в этом году есть нововведение. Добавили секцию аэрокосмическая инженерия и спортивный марафон. Можете об этом немножко поподробнее рассказать? Ну, аэрокосмическая инженерия — это чтобы сразу же использовать и дроны, и воздушные платформы, и космические платформы, как такие наиболее сейчас востребованные прорывные технологии. Сказать, не всем, может быть, суждено стать космонавтом, но, значит, использовать эти технологии на Земле нужно как можно шире. Вот. А по здоровью, ну, это вот попытка как-то ребят, которые постоянно в компьютерах сидят немножко развить их физически, вот, сказать, чтобы, как Андрей Иванович, тоже, сказать, представляли собой сплав знаний и здоровья, и силы, чтобы смогли ко времени взросления полететь в космос. Отлично. Ну, Андрей Иванович, вот, хотелось бы задать такой вопрос, вот, наверное, про бытовые трудности. Вот, ну, например, мы утром встаем, чистим зубы, умываемся, пьем кофе. Вот есть ли какие-либо такие бытовые трудности в невесомости? Мы точно так же встаем, умываемся, пьем кофе. Конечно, сюда дополняется еще наша космическая специфика, общаемся с Землей. Земля нам дает последние указания на текущий рабочий день. Но вот если мы поговорим немножко именно о бытовых моментах, чистим зубы так же, как и на Земле. Даже я могу сказать, и щетки, и пасты, это не какие-то специальные космические, это действительно просто комплектуется тем, что можно купить даже в магазине, в аптеке.
Но есть, опять же, говорю, космическая специфика. Если на Земле мы после того, как зубы почистим, пену все-таки выплевываем в раковину, то там выплевывать некуда. Раковины нет в принципе. Поэтому для того, чтобы удалить все, что у тебя находится во рту, для этого используем полотенце. Собственно говоря, вот туда все выплевываем. А потом, после окончания вот этой утренней процедуры, это полотенце вывешивается там, где есть поток воздушный, для того, чтобы вся влага, которая попала в это полотенце, она бы ушла бы в атмосферу, потом была бы системами жизнеобеспечения переработана и превратилась бы уже снова в другую влагу, которая готова к употреблению. Такой практически замкнутый цикл. Даже высушивается полотенце, и вот эта влага, она используется? Обязательно, совершенно верно. Ну, естественно, эта влага повышает влажность воздуха, и избыточная влажность потом из воздуха удаляется. Ну и, пользуясь таким шансом, хотелось бы у таких людей спросить такой вопрос. Вот если ребенок захотел стать космонавтом, с чего ему начать? Ну или вообще хочет связать свою жизнь с космосом? Я думаю, что, наверное, как и в любой профессии, нужно сначала ознакомиться с требованиями этой профессии. Что же нужно уметь и знать для того, чтобы реализоваться как профессионал. Сейчас очень удачный момент для этого, потому что проходит в данный момент как раз открытый набор в отряд космонавтов очередной, и требования для будущих космонавтов указаны на сайтах Центра подготовки космонавтов и госкорпорации Роскосмос. Поэтому, наверное, нужно начинать свой путь в профессию вот с изучения вот этих требований, чтобы понять, ты вообще этому соответствуешь или нет. Спасибо. Спасибо вам большое. Успехов вам в вашей деятельности. Но я думаю, что наши гости находились к звездам ближе, чем кто-либо из нас. Но с древних времен космос и созвездия манят людей своими загадками. Но давайте послушаем, что звезды сулят нам на этой неделе. Овны. Ваша неделя начинается с мощного заряда энергии. В понедельник и вторник возможны импульсивные решения, постарайтесь не сжигать мосты. Среда и четверг удачно для переговоров и знакомств. В пятницу берегите технику и не торопитесь за рулем, а выходные проведите активно, спорт, прогулки и новые впечатления. Тельцы. Неделя потребует от вас терпения. В начале недели возможны скрытые проблемы, которые выйдут наружу. Не бойтесь их решать. Среда принесет ясность в финансовых вопросах. В четверг отличный день для наведения порядка в документах и делах. Выходные располагают к уюту и семье, идеально для домашнего вечера с близкими. Близнецы. Вас ждет активная социальная неделя. Растущая луна подстегивает общение. Ждите новых знакомств и полезных связей. В понедельник возможны неожиданные новости от дальних родственников, а в среду Меркурий дарит красноречие. Отлично для презентаций. В пятницу избегайте сплетен. На выходных устройте себе информационную разгрузку. Раки. Неделя ставит во главу угла карьеру и репутацию. В понедельник и вторник будьте внимательны к начальству. Оно оценивает вас. Среда подходит для важных звонков и деловой переписки. А в четверг возможны эмоциональные качели. Не принимайте решений на эмоциях. Выходные лучше провести с семьей и заняться домом. Львы. Вас тянет к новым горизонтам. Энергия недели вдохновляет на расширение границ. Если не можете уехать, планируйте летний отпуск. Вторник и среда хороши для решения юридических вопросов, а в пятницу будьте осторожны с финансами. Велик риск импульсивных трат. На выходных звезды советуют заняться творчеством. Девы. Неделя глубинная и трансформационная. В понедельник возможны неожиданные поступления. В среду и четверг ваша аналитика на высоте. Решайте сложные задачи. В пятницу берегите нервную систему, не берите на себя лишнее, а выходные посвятите себе. Спа, массаж, прогулки в одиночестве. Весы. Неделя партнерств и отношений. В понедельник возможно трения с близкими. Не перетягивайте одеяло на себя. Среда и четверг благоприятны для переговоров и подписания документов. В пятницу энергия спадает, лучше заниматься рутиной, а выходные проведите с любимым человеком или в компании друзей. Скорпионы. Неделя заставляет вас наводить порядок. Вторник и среда хороши для решения рабочих вопросов. В четверг возможны эмоциональные всплески, старайтесь сохранять спокойствие. А в пятницу будьте аккуратны в общении с коллегами. В выходные посвятите уборке пространства и мыслей.
Стрельцы. Неделя творчества и любви. В понедельник возможны приятные сюрпризы от судьбы. Среда отлично подходит для свиданий и романтических жестов. В четверг берегите финансы, избегайте рискованных вложений. На выходных устройте себе праздник, кино, выставка или встреча с друзьями. Козероги. Неделя домашняя и семейная. В понедельник и вторник не перегружайте себя работой. Среда и четверг удачно для ремонта, обустройства дома или покупки мебели. В пятницу возможно мелкие бытовые неурядицы. Выходные проведите в кругу семьи или займитесь тем, что дает чувство безопасности. Водолеи. Неделя коммуникаций и информации. В понедельник возможны неожиданные известия. Среда и четверг идеальны для обучения, сдачи экзаменов или старта курсов. В пятницу будьте внимательны к мелочам. Важная информация может пройти мимо. Выходные проведите активно и смените обстановку. Рыбы. Неделя про деньги и ценности. В понедельник и вторник избегайте спонтанных трат. Среда принесет ясность в финансовых планах. А четверг ваша интуиция на пике. Доверяйте внутреннему голосу. В пятницу возможны приятные подарки или неожиданные бонусы. Выходные посвятите себе, красоте, уходу и покупке того, что давно так хотели. А мы продолжаем блок новостей. Изготовители готовой еды обяжут жестко контролировать аллергены и пищевые добавки. Роспотребнадзор разработал ряд поправок в Санпин, которые учтут особенности промышленного производства блюд. Документ включает в себя более строгие требования к выпуску. Среди них повышение уровня автоматизации процессов минимум наполовину, запрет размещения этих предприятий в жилых домах, использование ультрафиолетовых ламп и наличие системы управления аллергенами и пищевыми добавками. Готовая еда востребована у наших соотечественников. Почти 2/3 россиян, 65%, покупают или заказывают готовые блюда на ужин, 57% на обед. Правила добрались и до хлеба. В 2026 году планируется разработка межгосударственных стандартов на хлебобулочные изделия, в том числе на пироги, пирожки и слойки. При приготовлении выпечки хотят не только соблюдать традиционные рецептуры, но и применять современные технологии, сообщили в Росстандартте. Напомню, что с 1 апреля в России ведут новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки. В частности, теперь будет допускаться подовый хлеб овальной формы, а также белый хлеб массой меньше 500 граммов. Управляй креативом, управляй будущим. 6 апреля в Якутии стартует флагманская образовательная программа «Мастер управления в креативных индустриях». Совместный проект Высшей школы инновационного менеджмента и АГУИКИ включает 6 модулей очно-заочного обучения. Слушатели получат знания об основах проектной деятельности, регионального управления и экономики через призму культуры. Главным же итогом станет не только получение диплома, но и готовые проекты по измерению стратегии районов, которые начнут приносить экономические и социальные эффекты. Программа реализуется с прошлого года и планирует охватить 70 слушателей, формируя команды для реализации инициатив на местах. Мы включили в программе методику, изменили, да, новые формы, как мотивационные встречи с деятелями культуры, с креаторами, да, нашей республики. Есть такое понятие, как род-шоу, да, экскурсия, стажировка по кварталу труда, например. Учились у нас Горного района, да, очень хорошие кейсы. Также с Чурапчинского района они разработали проект Толстомтор, который будет развивать именно креативную экономику Чурапчинского района. Впервые ежегодный фестиваль туризма «Путешествие на полюс холода» Аймикон прошел в Уснере. Фестиваль посвятили столетию экспедиции под руководством Сергея Обручева, известного геолога и географа. Программа фестиваля была насыщена яркими мероприятиями, основное из которых – возвращение символа холода хранителю холода Чесхану. Здесь же провели первый тур конкурса красоты «Мисс Полюс холода», который продолжился в вечерней программе Дома культуры. Катание на оленях, командные соревнования игры Чесхана, конкурс строганины и еще много интересного увидели гости фестиваля.
давно очень планировала это путешествие Якутия. Вот сейчас детские каникулы школьные, и приехала с сыном, не одна приехала. Вот хотела показать ему вашу прекрасную природу, ваш край, познакомить с чудесными людьми. Уже немножечко мы познакомились, да. Мне очень нравятся, очень душевные, открытые люди. А мы в Тамтор еще поедем, да, у нас обширная программа, то есть мы на полюс холода обязательно как бы. И дальше еще в Якутии несколько дней побудем, тоже хочется сходить в музей Мамонта, посмотреть, ребенку показать. Церемония вручения самой престижной театральной премии России «Золотая маска» пройдет в Омске 20 июня, сообщил президент премии и фестиваля Владимир Машков. Премия «Золотая маска» учреждена Союзом театральных деятелей России в 1993 году как профессиональная награда за лучшие спектакли театров России, созданные во всех видах театрального искусства. Напомню, что в прошлом году якутяне стали триумфаторами премии. Спектакль «Сияющий камень» театра оперы и балета имени Соорун Амалона получил 3 золотых маски. Это были все новости к этому часу. Хорошего дня! Ну а мы, в свою очередь, желаем вам хорошего настроения, отличного действительно начала дня, ну и, конечно, хорошего продолжения рабочей недели. Это было «Утро Якутии» на телеканал Якутия-24 НВК Саха. В студии работал Руслан Ачиров. Увидимся с вами завтра в это же время. Всем хорошего настроения.